Сегодня я бы хотел поделиться некоторыми размышлениями, связанными с философским осмыслением творчества Чингиза Айтматова. Казалось бы, эта тема достаточно изучена. Есть огромное количество работ филологических, литературоведческих и даже искусствоведческих исследований. Но если внимательно вглядеться, как правильно заметил Тайр Мухамматович, то станет очевидно, что именно философский анализ его творчества остается наименее концептуализированным, но, конечно, изученным. Но вопрос концептуализации остается открытым. Айтматова много читают, о нем много пишут, но редко задаются вопросом, какова сама возможность философии в его мире. Иными словами, что значит мыслить вместе с Айтматовым, а не просто говорить о нем. Почему необходимо именно философское прочтение? Нужно ли вообще философски осмыслять, что уже само по себе наполнено глубокими смыслами и символами? И давно уже стало культурным кодом не только нашей культуры, но и советского, а может быть дальше и общенационального. Мой ответ – да, необходимо, и как раз моя кандидатская диссертация тоже направлена на это. Я думаю, что и не только я, думаем, что Айтматов – это не только писатель, но и философ, пусть и не академического характера, а экзистенционального, мыслитель жизни, морали и человека. И философская задача состоит здесь не в том, чтобы применить к ним готовые категории, а в том, чтобы через его тексты заново начать мыслить, чтобы позволить его слову испытать саму философию. И Айтматов не столько предмет философского анализа, а столько испытания для самой философии. Насколько она сегодня способна говорить о человеке, о совести, о памяти, о любви, и при этом не утрачивая глубину. Когда философия входит в пространство литературы, она должна пройти внутреннюю подготовку, я думаю. Она должна, по выражению Хайдеггера, вернуться к собственному основанию, точнее уточнить свои методы, свои границы, язык. Без этого философский анализ рискует превратиться в простую интерпретацию сюжетов, а не подлинную работу мысли. Поэтому я предлагаю говорить не просто об осмыслении Айтматова, а о философском приближении, о движении навстречу его миру с осознанием метода, традиции и культурного контекста. Также приближение не разрушает литературу философии, а напротив, открывает в ней возможность для события мышления. Если говорить о современных исследованиях, то среди кыргызских исследователей важным шагом стала работа профессора Джумагула Сааданбекова «Философия Чингиза Айтматова». Я обратил внимание на эту работу, поскольку эта работа именно попытка философской концептуализации. Эта работа, безусловно, значима, но, на мой взгляд, ей недостает методологического прояснения. Вопрос в том, как именно философия может взаимодействовать с художественным текстом, остается открытым. То, что ранее Тайр Мухамматович предупредил, так скажем, в том, чтобы наша философская работа не превратилась в литературоведческую либо литературную критику. И в результате философия в этом исследовании выступает скорее как фон, чем как инструмент мышления. Айтматов действительно предстает там как философ, но неясно, в каком смысле. Таким образом, метод – это не процедура, а именно выбор позиции, не техника, а способ присутствия в мире. И потому философия, приближающая к Айтматову, должна выбрать не только метод исследования, но и способ существования в его мире. Мир, где миф, память, совесть соединены в одно дыхание. Именно это понимание метода как духовной позиции, а не набора инструментов, позволяет перейти от внешнего анализа к внутреннему философскому опыту чтения Айтматова. И я перехожу к основной мысли своего доклада, именно памяти, ведущей к структуре. Для Айтматова память – это не просто мотив, а онтологическое условие человеческого бытия. Почему? Потому что она заменяет то, что в европейской традиции занимала фигура автономного субъекта. Декартовского эго когито, гегелевского абсолютного духа, гуссерлевского сознающего субъекта. В мире Айтматова такого субъекта нет. Человек
не замкнут в себе, не является самотождественной субстанцией. Отсюда вытекает ключевой вопрос: возможен ли экзистенциализм без автономного субъекта? Европейский экзистенциализм, может быть, западного типа, если не брать влияние русской литературы, то от Сартра до Камю строится на понятии индивидуального существования, пусть и вовлеченного в социальные связи, но сохраняющий внутреннюю автономию. Перед лицом абсурда этот субъект остается собой, он бунтующий, страдающий, мыслящий. Айтматов разрушает этот фундамент. Его человек не существует в одиночку, хотя Тахир Мухаммадович равно сказал, что одиночество тоже существует. Он всегда включен в сеть отношений, пространство другого, традиции, земли, памяти. Он не говорит «я мыслю, значит существую». Он может, сказал бы «я помню, значит живу». Отсюда следует важное различие. Если европейский экзистенциализм – это философия субъекта, то у Айтматова экзистенциализм отношения, где память становится формой бытия в мире. Философский анализ его произведений показывает, что человек у Айтматова никогда не замыкается в собственном бытии. Он не представлен самому себе перед лицом абсурда, как Сизифов человек Камю. Айтматов доводит своих героев до границы абсурда, но не оставляет их в ней. Он возвращает их к другому, к структуре, к памяти. Память у него – это форма присутствия другого. Даже после смерти другой не исчезает, а продолжает быть как обязательство, как голос, как ответственность. Казангап остается другим, даже умерев. Недаром в буранном полустанке Айтматов пишет: 6 человек, а с покойником 7. Так в структуре повествования сама память становится актом бытия, она удерживает мир от распада, соединяя живых и мертвых, настоящее и прошлое. И вот это приближение к структуре – это не только о том, что помнить, но она превращается в некого этику или мораль. Человек, оставшийся один на один с абсурдом, у Айтматова, как я уже ранее сказал, не получает рецепт Сизифа, он не утверждает себя через бунт, не ищет оправдания в собственном существовании. Айтматов отказывается от нигилизма, утвержденного только наличным субъектом. И память выполняет здесь функцию экзистенциональной связи, она удерживает человека в пространстве культуры и смысла, где личное переплетено с историческим, а индивидуальное с коллективным. Через память человек возвращается в структуру, а структура у Айтматова топономична, отсюда и Анабеид, Атабеид и другие места сакрального характера. Она глубоко символична, она мифологична. Она тянется от земли, от праха, от ритуала, а потому кажется наивной перед лицом просвещенного разума, как она была представлена в образе Сабиджана. Но именно она сохраняет возможность человеческого. То есть память не склад образов, а структура, в которой прошлое и настоящее соотносятся через знаки, язык и повторение. Как у Лакана, память вплетена в символический порядок, язык и культуру. Мы вспоминаем не события, а структуру означающих, которую организует наш опыт. Память – это структура, но не вещь, но не как вещь, а как отношение, форма связи и повторения. Структура, память, которая ведет к структуре, рождается памятью, наделяет человека не просто формой жизни, а долгом и ответственностью. Память, ведущая человека к структуре, начинает его обязывать. Это поворотный момент. Айтматовский человек живет не для свободы от, а для свободы для. Если у Канта долг, если Кант пытается соотносить долг со свободой, то у Айтматова долг – это есть свобода перед лицом другого. Так, после похорон Казангапа Эдигей произносит: «Теперь мы свободны». Эта свобода не в отказе, а в исполнении долга в верности памяти. Память становится культурой, когда она превращается в практику. Культура становится культурой тогда, когда она
когда она несет память как долг. Однако не всякая память является утверждающей. Память способна быть и ареной борьбы. В романе Айтматова «Уранный полустанок» Абдумуталип Кутубаев и майор Таңсықбаев воплощают две различные формы памяти. Память Таңсықбаева – это память власти, формируемая дискурсами и подчиненная логике управления и контроля. В куянском стиле власть не только контролирует будущее, но переписывает прошлое. То, что общество называет культурной памятью, зачастую оказывается официальной версией истории, вытесняющей и заглушающей иные голоса. Недаром Эдигей предлагает помнить не только Сталина, но и Ленина. Ведь тот стоял, как говорит Эдигей, первым. Это не просто реплика, а симптом того, как память становится инструментом иерархии, встроенной в идеологический порядок. Поэтому Мишель Фуко и не верит в память как долг. И здесь Фуко, он стоит на противоположном фланге Айтматову. Для него память – это поле борьбы за интерпретацию, а не хранение подлинного прошлого. В противовес этому рассказы Абдумуталиба Кутубаева «Раймалы ага Найманана» воплощает память традиции не институциональную, а живую, передаваемую через слово, сострадание и опыт. Это память, не утверждающая власть, а утверждающая человека, его внутреннюю связь с предками и землей. Постструктуралисты Барт, Деррида, Делез видят в памяти текст, игру следов, где прошлое никогда не дано целиком. У Деррида память – это след, но след без оригинала. То есть нет того, что можно окончательно сохранить, ведь смысл всегда откладывается, ускользает, превращаясь в процесс бесконечного письма. И когда рассказы Абдумуталипа обретают текстовую форму, точнее, когда он записывает из уст Казангапа эти мифы, они неизбежно теряют часть своей этической непосредственности. Письмо изменяет природу памяти, превращая ее из долга в интерпретацию. Здесь память уже не может быть долгом, потому что нет устойчивого прошлого, за которое можно нести ответственность. Каждое воспоминание – это новое письмо, новая попытка удержать смысл, который уже движется дальше. И Айтматов, как мне думается, преодолевает вот эту холодную нормативность этики, потому что когда память ведет к структуре, структура обязывает его долгу, и долг получает этическую направленность и нормативность. И его долг не наполнен не абстрактной рациональностью, а человеческой любовью, которая освещает все пространство и философию. И вот в этом влияние русской классической традиции, для которой любовь была не чувством, а способом быть. Айтматов, мне кажется, наследует вот эту линию. Любовь становится формой действия, превращая долг в радость, а ответственность в удовольствие и участие. Так он соединяет экзистенцию и этику. Существовать значит любить, а любить значит помнить. И все же, даже любовь не исчерпает мир Айтматова. Надо всем стоит его неустанная вера в человека. Возможность быть человеком даже там, где рушится структура, где другой превращается в молчание, а память становится последним прибежищем человечности. Это и есть экзистенциональный гуманизм Айтматова. Гуманизм без субъекта, но с памятью, любовью и верой. Человек у него не центр бытия, как у Сартра, а связь, не автономная сущность, а событие памяти, в котором встречаются живое и умершее, прошлое и настоящее, разум и сердце. Айтматов показывает, что без мифа, без памяти, без любви человек превращается в чистую функцию разума, холодное существо, потерявшее душу. Потом его философия – это философия возвращения человека к структуре, а структуру к сердцу. И в заключение, память ведет Айтматова, как я уже говорил, к структуре, но не как к системе, а как к живой форме сопричастности. Она спасает человека от абсурда не логикой, а любовью, не рассудком, а сердцем. И здесь я вижу коренное отличие экзистенциализма к Камю
от экзистенциализма Айтматова. Айтматов открывает возможность экзистенциализма, в котором субъект растворяется в отношении, а философия становится актом памяти. Это экзистенциализм без субъекта, но с человеком, который помнит, любит и отвечает. И, возможно, именно в этой памяти последняя структура человеческого бытия. И экзистенциональный гуманизм Айтматов – это особый тип философского мироощущения, который не сводится ни к атеистическому, ни к атеистическому взгляду на мир. Как это было разделено в экзистенциональной философии теистическому и атеистическому, где в одном краю стоят Сартр и Камю, как атеистического толка, а с другой Достоевский, Кьеркегор и, конечно же, Карл Ясперс. Он, мне кажется, Айтматов существует по ту сторону этого противопоставления в пространстве, где человек не противопоставлен Богу, но и не растворен в нем. Это гуманизм присутствия, а не господства. Гуманизм внимания, а не вероучения. Я глубоко убежден, что традиционное противопоставление теистического и атеистического мировоззрения неприменимо к айтматовскому миропониманию. Попытка провести между ними четкую границу означает разрушить саму основу кыргызской культуры, для которой вера и сомнения, сакральное и рациональное, всегда существуют как взаимодополняющее начало. И в этом смысле Айтматов удивительно близок к Хайдеггеру, особенно к его размышлениям в письмо о гуманизме 1947 года. Хайдеггер писал, что подлинный гуманизм не может исходить из идеи человека как высшего существа, потому что когда человек становится лишь мерой вещей, а не тем, кто сохранит открытость бытия. Айтматов, независимо от Хайдеггера, приходит к схожему выводу. Человек не центр мира, а хранитель связи, мост между землей и небом, между природой и духом. Айтматов не строит систему веры, он ищет состояние сопричастности, в котором человек способен слышать и Бога, и землю, и другого. Поэтому его ранние рассказы заглавлены как «Землей и водой», да, «Землей и водой». Спасибо. Его гуманизм – это не гуманизм, то, что я говорю, автономного субъекта, а гуманизм ответственности присутствия, где духовное и земное взаимопроницаемо. И антология Айтматова – это антология сопричастного бытия. Человек существует не как центр мира, а как соучастник, а участник открытости, в котором бытие само нуждается в человеке, чтобы быть услышанным. Если для атеистического гуманизма человек – мера всех вещей, а для атеистического – тень Творца, то для Айтматова человек, как сказал Хайдеггер, митзейн, соработник бытия. Он не замкнутая монада, а событие связи, живущее из памяти, любви и ответственности. Айтматовский человек может сомневаться, может страдать, но он никогда не утрачивает связи ни с предками, ни с миром, ни с совестью. Его вера не догма, а внимание к бытию, то, что Хайдеггер называл внутреннее дозволение быть, принятие присутствия. И в конце гуманизм Айтматова можно назвать онтологическим гуманизмом присутствия. Он утверждает ценность человека не в его разуме, а в самом факте сопричастности к бытию. Это не вера в Бога и вера не против Бога. Это вера в смысл присутствия. То, что жизнь несет внутренний свет, даже если он не выражен словами. Такой гуманизм не нуждается в оправдании ни Бога, ни человека. Он событие между ними, в котором человек становится способным любить, помнить и отвечать. Это есть подлинный экзистенциональный гуманизм Айтматова, гуманизм, в котором философия Хайдеггера встречает этику степи, а бытие становится живым словом сердца.